Уважаемые друзья, действительно, я не могла не выступить сегодня, потому что здесь речь идет о том поколении людей, которые значимы, оказывается, не только для нас, родственников, но и для всего нашего народа. Вот когда я езжу на разные конференции и рассказываю о разных аспектах жизни хакасского народа, люди удивляются, наверное, большой народ. Я говорю, на самом деле нас так мало в этом мире. Но когда анализируешь, как много больших, подчас великих людей, то оказывается, что не так уж и мало. Потому что каждая единица вбирает в себя весь опыт народа. Вот для меня в связи с сегодняшним разговором значимы три человека. Они составляют единое целое. Это моя бабушка Кетер, она сестра Ивана Мартыновича. Это мой отец Виктор Семенович Жиганов. И без сомнения, сам Иван Мартынович. Какие воспоминания с детства всплывают, когда я о них вспоминаю? Моя бабушка, может быть, кто знает, старшее поколение, в декрет тогда отпускали на 2 месяца. И вот бабушка меня взяла в 2 месяца, из 2 месяцев, по сути дела, ни на минуточку не оставляла. Вот что это за была личность? Она всегда, вот вокруг меня всегда журчала хакасская речь. Она рассказывала какие-то былички, сказки, какие-то о чем-то, свои рассуждения. Она просто не умолкала. И вот я считаю, что то, что такой тип воспитания, а как оказалось, японки также воспитывают своих детей, он и создает таких великих людей, как в том числе Иван Мартынович. Я абсолютно уверена, что вот они получили такое воспитание, иначе трудно представить, чтобы такое знание традиций, такое знание богатейшего культурного наследия, которое они получили от своих мам, от своих бабушек, трудно объяснить, да? То есть вот они жили в этой культуре. Иван Мартынович и моя бабушка, это вот те носители исконной, глубинной, изначальной хакасской культуры. Мой отец Виктор Семенович, это уже другое поколение, но вспоминая, что они сутками общались, сутками, ночами, днями, вот Виктор Семенович со своим старшим другом, дядей, я думаю, соратником, он, наверное, получал вот ту глубину, хотя он учился в нашей уже советской школе, в национальной школе, и, наверное, другое образование он получил, но глубинное хакасское, я думаю, что он получил не только от матери, но и от Ивана Мартыновича. Сейчас, конечно, бесконечно сожалею, что не слушал, не сидел, буквально о чем они там говорили, но очень сожалею, что ушло это поколение. И вот мы теперь остается только сожалеть, да? Что мы не слышали, не слушали, не были рядом с ними каждую минуточку. Хорошо, что есть их произведения, и мы можем их читать, и можем передавать нашим детям. Но с другой стороны, немножко вот оптимизма внушает то, что у нашего народа есть представление, что душа возвращается, и возвращается по роду. И надеюсь, что Иван Мартынович вернулся, и где-то его творческая душа ждет своего, возможно, в правнуке, ждет своих новых каких-то высот. Поэтому они живы, они среди нас, они, наверное, как-то и смотрят за нами, и где-то, может, огорчаются, а может быть, и радуются нашим с вами успехам. Потому что такие великие люди, как Иван Мартынович, никуда не могли вот по природе уйти, рядом они с нами. И, наверное, детям советуют что-то, в снах приходят, помогают. Спасибо.